Новое здание приюта для собак в Кудымкаре строят параллельно с поиском денег. Как на само строительство, так и на его дальнейшую работу. Денег, выделенных местной администрацией, хватит только на отлов и стерилизацию животных. Между тем, даже в прежнем своем виде приют существенно обезопасил улицы города от бродячих животных. Подробности у Дмитрия Буланова. Мы хотим, чтобы у собак было все комфортно и круто. За свой счет и своими силами Ольга Епина вместе с мужем строит новый приют для временного содержания животных. На выделенной городской администрацией земле уже разровняли территорию и начали строить забор. Собачки – это моя душа, моя отдушина. А городу, возможно, мы поможем, чтобы не было бродячих собак, не было бродячих щенков. Правда, когда сюда переедут бездомные собаки, неизвестно. Денег на все работы нет. Пункт временного содержания работает в Кудымкаре с весны 2018 года. Сейчас в пункте временного содержания бездомных животных находится около 40 собак. Появилась необходимость его перенести из-за того, что находится рядом с частным сектором и постоянно поступают жалобы на громкий лай. Работу финансирует городская администрация. В этом году выделено около 900 тысяч рублей. Но этих средств крайне мало. Их хватает только на отлов, стерилизацию и лечение. А дальше приходится ухаживать за животными организаторам за свой счет. Приют нужен, и по отзывам жителей города в прошлом году у нас стало меньше животных, которые безнадзорно ходят по улицам города. На постройку нового в бюджете денег нет. По словам местных жителей, после того, как появился пункт временного содержания, ходить по улицам стало намного безопаснее. За прошлый год было отловлено более 300 бездомных животных. С момента открытия приюта собак в городе стало значительно меньше. Спасибо огромное тем людям, которые за свой счет их содержат. Сейчас Ольга Епина ищет помощь в строительстве. Будет рада любым материалам, волонтерам, деньгам. Между тем, проблема открыто стоит в районах округа. Случаев укусов животных меньше не становится. Бывали случаи, что в зубы к собакам попадали дети. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь.